Работал. Сегодня у нас в гостях член рабочей группы при президенте по транзиту товаров Тимур Надараев и председатель ветеранской организации АРО Тимур Гуля. Тема нашей пресс-конференции – распоряжение президента о разрешении на ввоз товаров из Грузии. Вчера вот было заседание, да, и Тимур, вы как раз говорили о том, что вы против того, чтобы товары поступали из Грузии в Абхазию. Поясните, пожалуйста, да, с чем вы не согласны конкретно и что может быть, вчера говорили, то, что было за кадром. Андрейшка, спасибо, но я хотел бы, чтобы вы представили сперва Тимура Гуля, потом называли меня, потому что я в этой комиссии от АРО. Я хочу, чтобы он начал. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Добрый день, уважаемые журналисты. И снова пришлось вас побеспокоить. В стране ежедневно происходят различные события, абсолютно не соответствующие интересам народа и государства. Скрытые от народа действия властей продолжаются. Сегодня мы наблюдаем ложь, манипуляции, беспредел. Ну, впрочем, слепой и абсолютно равнодушный человек может не видеть то, что происходит в стране. Поводом сегодняшней нашей пресс-конференции, я думаю, стало распоряжение президента Аслана Бжаня о ввозе различных товаров в Абхазию. Это товары, это сельхозтовары, также сельскохозяйственные машины, автомобильный транспорт, различные моторные масла, корма, даже живые поры. Мы об этом говорили, о торговле с Грузией неоднократно. И сегодня мы можем заявить и говорить о торгово-экономических отношениях с вражеской Грузией. Спасибо, если будут вопросы, мы готовы отвечать. Спасибо большое. И еще хотел сказать, вот этот документ распоряжения главы государства, ну, как обычно мы узнаем, но ни в коем случае посредством информации на сайтах администрации президента или же кабинета министров. Спасибо. Спасибо. Это важный момент, вы подчеркнули, Тимур Лесович. Вы знаете, что мы, АРВА, входим в различные комиссии при президенте, которые создаются. Мы оцениваем этот факт положительно, что президент включает нас в различные комиссии, где обсуждаются различные темы. Но, к сожалению, мы должны констатировать, что есть там, где наш голос слышен, это очень редко. И в большей части он просто пропадает, как эхо, уходит туда. Сегодня пятница, Великая Пятница, вы знаете. Я хочу от лица АРО, от нас всех поздравить народ с наступающей Светлой Пасхой. Сегодня люди красят яйца, красный цвет. Это говорит о том, что люди вспоминают о страданиях Христа, о крови Его пролитой. Это очень символично, что мы не должны также никогда не забывать, и для нас свято кровь, пролитая за эту землю. Если мы начинаем забывать, нас ждут огромные, неисчислимые бедствия. Психилухоза рыбна и кахаз рыбна. Я понимаю, люди не могут объяснить, когда происходят какие-то чудовные вещи, когда вот, там липу спилили 150-летнюю многовековую. Наверное, когда Бог хочет наказать, наверное, лишает нас разума. И к этой части я отношу стремление некоторых под самыми благими намерениями помочь народу Абхазии, людям купить дешевле, там что-то в Грузии, мы для них стараемся. Это вот довод тех людей, которые говорят, давайте привезем.
Но это разве Дова? Страна, которая нас не признает, где происходят митинги, где сегодня говорят Сухум, Нацхингвал. Наше правительство строит дзоты на границе. И в это время мы видим, что с другой стороны, другой рукой мы говорим о том, что какие-то торговые отношения. Я хочу сказать, что я входил в комиссию из 4 заседаний, я был на последних 2, вчера в том числе, но это комиссия по транзиту. В комиссии по транзиту, ну, вообще ее создание, как бы непонятно было, да, но оно было создано. Почему непонятно? Если говорить о транзите грузов в Россию, в третьи страны, из третьих стран в Россию, у нас есть межгосударственное соглашение, по которому любая сторона обеспечивает транзит грузов. Также и Россия обеспечивает транзит грузов, скажем, из порта Новороссийска в Абхазию. Люди привозят там товары, машины, они проходят транзитом, они не растамаживаются на территории России. То есть это соглашение, оно как бы давно действует, оно у нас есть. И также мы свои обязательства, скажем, через... Если надо было внести в указ Багапича Сергея Васильевича 2007 года какие-то изменения, там можно было, хотя оно, у нас же международные договора имеют перед нашим решением больше юридического значения. Ну, то есть необходимости такого не было. Вот это соглашение, внести в него изменения, ну, не нужно было. Потому что транзит другими договорами, межгосударственными договорами уже отрегулирован. Но есть, конечно, такие моменты, которые беспокоят, скажем, чтобы те грузы, которые заходить будут и уходить транзитом, их надо же проверять. А вдруг, как случилось на Крымском мосту, в документах заявлено, что там лежит цемент, а повезли взрывчатое вещество и взорвали где-то. Контроль, таможенные органы, они не готовы на самом деле к этому, потому что там нету тепловизора, который просвечивает, сканирует эти машины, их надо где-то ставить на яму. И вчера Аляс Слабаху сказал, даже площадку поблизости не можем найти, все как бы уже занято вокруг поста, где мы могли разгрузить эти грузы. Транзит, конечно, принесет в бюджет наш какие-то деньги. Обычно таможенное сопровождение делается, при таможенном сопровождении $2 за километр берут в России. Например, вот одна фура проехала $400, да, 10 фур $4000 в бюджет поступит. Мы там находим с властями понимание, это один из таких небольших моментов, где какое-то понимание есть, и мы готовы с этим работать. Потом в ночное время транспорт не должен быть перегружен, наша инфраструктура не должна быть перегружена, потому что летом вы сами знаете, что творится у нас особенно, а как если фуры эти поедут, то есть в ночное время их так, то есть эти моменты. Но вдруг комиссии по транзиту, еще до того, как я был, появилась тема обсудить это. Члены как бы комиссии выразили, кто-то выразил такое, что давайте мы обсудим, как вот из Грузии тоже в Абхазию поступали товары, которые нужны нам. И это нам поможет в борьбе с контрабандой. Слушайте, понимание контрабанды – это вообще другое. Это преступление, которое совершают люди. У нас, например, на границе с Псов любые грузы проходят. Там что, нет контрабанды? Контрабанда – это когда идет, скрывается от декларирования какие-то товары. Фура подъехала, половина товаров задекларировали, другую половину не задекларировали, взяли взятку. У нас в Псов, я хочу миф развеять, в десятки раз больше контрабанды, чем на Ингу. Но мы сегодня вот под всякими этими благовидными мерами мы хотим, мы что, с Грузией помирились? Ну пусть нам скажут, слушайте, вы готовы сегодня торговать с Грузией, предприниматели ихних, что поставляют товар, мы дружим с Грузией. Вы это еще не поняли. Мы готовы принимать из Грузии товары и дальше их реализовывать с целью получения прибыли. Тогда мы поймем.
Слушайте, какой абхаз, у нас есть до сих пор там кровная месть, да, еще есть. Какой абхаз к врагу, если у него есть магазин, заходит покупает кто-нибудь есть такой? Как мы можем, слушать? Мы когда-то в святые рощи, на наши святые места приходили и говорили, молитву произносили. И сегодня мы нарушаем эту молитву. Нас что, Грузия признала? Вот говорят, мы хотим саженцы. Слушайте, вот недавно я знаю случай, что из Абхазии в Россию вывозили саженцы. С третьей попытки вывезли. Они, оказывается, должны быть протравлены особенными химикатами, чтобы никаких микробов в них не было. Пока вот это все не пройдет. Ну, целое дело. Мы будем знать, что все эти процедуры в Грузии кто-то исполнил, чтобы провести саженцы. Или не завезет еще какую-то заразу. Я говорю там о биологических лабораториях в Грузии. У нас что, такие серьезные, там есть лаборатории на границе, что ли? Этого всего нет. Даже если это было, как мы можем сегодня вести торговлю, я говорю о вражеской стране. Можете мне объяснить, чтобы их бюджет наполнялся этими всякими налоговыми поступлениями от продажи товаров на территории Абхазии? Мы, то есть, в одностороннем порядке открываем свои таможенные границы. В одностороннем порядке, подчеркиваю, для товаров из Грузии. Вы помните, когда в Турции был переворот, хотели сделать, и в знак протеста бойкотировали турки американские товары, и айпеды об стенки разбивали. Я призываю народ Абхазии бойкотировать все товары, которые приходят из Грузии. Нам говорят, без маркировки. Это вообще цинично. То есть, мы, мол, эти товары только будут идти без маркировки. Я не понимаю, эти люди, которые это говорят, вообще с головой дружат. То есть, это грузинский товар с маркировкой, сделано в Грузии. В Абхазию нельзя привезти. Но если там маркировки нету, от того, что там нету маркировки, он что, перестал быть грузинским товаром? Что случилось с людьми, не понимаю. Но проблема, ну я хочу, Тимур Лёсикович, привести те аргументы, которые мои оппоненты озвучивают. Мои оппоненты говорят, на Ингур все это время с контрабандой не можем справиться, и за это надо его легализовать, чтобы бюджет что-то получал. Я опять прихожу, контрабанда это вообще другое понятие. Я привел, уже не буду повторяться, пример попсов. Но в любой стране, где разрешен переход через КПП, через границу людей, там, ну это так, и мы во время блокады тоже это знаем, переходили на псов, кто-то там муку мешок нес, кто-то там еще что-то в личных целях, что-то люди везли, разные товары. Или мы должны границу закрыть наглухо, сказать, люди не переходят, и тогда, естественно, если люди не переходят, никаких товаров тоже не будет. Но раз мы в гуманитарных целях, то как мы говорим, что эти люди там имеют родственников, семьи разделенные, есть, туда ходят, и в таких целях, как в гуманитарных, мы взяли на себя обязательство, что они, жители Гальского района, переходят. Я не говорю, что это неправильно. Все это время существует. Но все это время таможенный комитет никак мы не смогли добиться. Я еще и при Рауле Джунковиче об этом поднимал. Распишите, что могут эти люди привозить с собой без пошлины, а на какие товары вы вот в личных целях, что возят в личных целях, не для коммерческих, можно обложить пошлиной. Скажем, там говорят, что по решению Сергея Васильевича Багарова было разрешено 50 килограмм, каждый имеет в личных целях привозить. Сейчас они говорят, этой цифры мы нигде не видели. 50 килограмм откуда вы взяли. Вся Абхазия знает, что 50 килограмм можно, а сейчас говорят, что документы нет. Ну хорошо, говорят, там в каком-то таможенном кодексе есть нормативы, которые люди могут переносить. На встрече вчера присутствовал Беслан Цыбович, это мой друг, сосед, мы живем в деревне, очень родители наши дружили.
с большим уважением к нему отношусь. И вообще у меня есть родственные отношения к Джобсу. Но когда он вчера заявил, что это была его инициатива прийти к президенту по просьбе людей, и он уже полгода как написал на имя президента, что вот сельхозпродукты. Он говорит, к автомобилям я не имею отношения, это не моя. Я просил, говорю, саженцы, посевочный материал, чтобы оттуда можно было заводить. Я говорю, слушай, у тебя вся техника российская. Что за сельхозтехника? Ну, есть с Турции, там в Грузии тоже это не производят, тракторы GBC. С Турции у нас вот корабли ходят, люди товар возят из Турции. Можно туда заказать, я думаю, еще напрямую, еще дешевле будет. Я хочу сказать, что я не говорю, что кто-то из моих оппонентов меньше любит, чем я Абхазию, или я там больше патриот, они не патриот, нет. Но я когда вот слушаю, я просто поражаюсь, или я сумасшедший. Может, скажите мне тогда, что я сошел с ума и не воспринимаю действительность как есть. Ну как вы можете сегодня, говорят, мы за 2 года на 48 миллионов по программе сельского хозяйства привезли, говорит, оттуда товар. То есть бюджетные деньги, которые Минсельхозу, 48 миллионов ушло в Грузию. Так получается. Потом мне говорят, а почему вы, говорит, в прошлом году мы внесли поправку в указ президента по винограду и разрешили ввозить виноград, вы, говорит, не возмущались. О том, что поправка внесена, впервые слышим об этом, это опять же подтверждает слова Тимура Лёсиковича. Нет. О том, что оказывается уже год. Это кулуарное решение, как обычно. Да. В Абхазию можно через Ингур завозить виноград официально и продавать. Об этом мы вчера услышали. Может, много чего вообще можно? Да. И этот документ вы видели, как нам попался, он как-то в сети интернет, он это сфотографированная бумага, случайно. Первая моя встреча была с президентом по инициативе президента страны еще 2 года назад, когда Батал Топалова попросил, что президент хочет иметь информацию, так как я был 5 лет главой Гальского района, что там происходит, мое видение. Я это с уважением к этому, мы встретились с президентом. Он сказал, что процентов всех тем мы касались, и учебы, и образования, и что там происходит, и какие работы НПО там проводят, и международные организации. Всего мы касались. 2 часа был разговор. Он в конце разговора поблагодарил, сказал, что 70% того, что я сказал, он как бы не знал или не видел это с такого ракурса, не смотрел. И у нас несколько встреч с Тимуром Лёсиковичем было. Это говорит о том, что мы не хотим, вы знаете, какая ситуация вокруг, мы не хотим в этой ситуации сложной призывать постоянным митингам, потому что они делали все 6 лет, когда президентом был Хаджи. Каждые полгода сходы, митинги, демонстрации. Мы тоже можем сегодня поехать в Ару-Овцы на Ингур и устроить там акцию и сказать, никаких ни товаров, ничего, мы здесь вот там встанем. И что? Это будет приводить к тому, что ситуация здесь будет обостряться. Неужели власти не понимают, что мы ведем себя более по-государственному, чем они? Зачем они нас провоцируют? Я к чему эти президентские встречи вспомнил, я обозначал, что это является для нас такой красной чертой. Мы обозначили там несколько красных черт по вопросу гражданства, для нас это красная черта. Давайте не будем ее переходить. Все остальные вещи мы можем обговаривать, там, соглашаться, не соглашаться, есть разные мнения. Но есть какие-то вещи, которые мы должны, конечно, обсуждать. К сожалению большому. Я опять говорю, сегодня вот перед Пасхой я не хочу, избегаю таких крайних суждений. Надеюсь, мы попросим встречу с президентом, чтобы нам еще раз встретиться, объяснили нам, и мы, может, доведем до него, чтобы наша цель, он приостановил это решение.
до того, как мы вместе с таможенными органами, со специалистами еще раз соберемся, обсудим. Почему, в какой момент, где мы можем пойти как бы на встречу, в чем, как я вижу. Если наши таможенные органы решили, что вот эти 50 килограмм, которые безпошлино, скажем, сыр везет человек, 3 килограмма сыра он везет в Абхазию, когда переходит, а все остальное, скажем, до 50 килограмм, там какая-то пошлина будет накладываться, это можно обсудить. Это можно обсудить. Человек везет там запчасти, написано там 4 покрышки, да? Купил там, везет. Он мог здесь купить, но захотел деньги там оставить. Вот на 4 покрышки, пожалуйста, пошлину заплатите и завози, потому что Бабаху сказал, ну, мы фирмам не будем разрешать, хотя это тоже нарушение экономических свобод и прав населения юридическим лицам, а вот индивидуальные предприятия на 600 тысяч. Что значит на 600 тысяч? Вы о чем говорите? Это и есть торговые отношения, если это есть торговля. Если вы в рамках того, что для личного пользования везет, вот там можете какую-то градацию сделать, это мы еще можем обговаривать эти моменты. А все остальное, это говорит о том, что нынешние власти потеряли чувство реальности. Просто потеряли чувство реальности. Это просто заявлениями с нашей стороны не обойдется. К сожалению. Просто заявлениями, как мы обычно реагируем, это не обойдется. Мы примем другие реальные меры, мы обратимся к нашим сторонникам, мы проведем другую пресс-конференцию, уже другие слова там будут звучать. Я никого не пугаю, здесь никто не боится. Но это как бы в рамках политической борьбы, в рамках закона мы очень много можем провести такого, что мы заставим власть сесть за стол и отменить те решения, которые не идут на пользу нашему народу и государству. Вот все, что я хотел сказать. Хотел добавить, уважаемые друзья, коротко скажу. Вообще за последние 3 года мы наблюдаем за процессами, которые проходят вокруг границы и связаны с вражеской Грузией. Напомню, власти хотели заключить какие-то договора экономического характера с Грузией, мы противостояли. Также многоуровневые переговоры в концепции международной политики президент подписал, отправил в парламент. Мы и в этом тоже противостояли. Также незаконной паспортизации граждан Грузии, живущих на территории Восточной Абхазии. Я что хочу сказать? Все время наших политиков, чиновники различного уровня тянет в Грузию. Хочу спросить, что вообще происходит? Им целого мира мало, от Калининграда до Владивостока. Это наш стратегический партнер, Российская Федерация. Почему оттуда мы не можем завозить сельскохозяйственную продукцию? Мы почему не можем вообще производить здесь, если у нас есть Министерство сельского хозяйства? Семена, почему должны мы брать у врагов наших? Почему мы должны трактора покупать у грузин? Почему не с Беларуси, например, а не с России? Очень много вопросов возникает, дорогие друзья. Мне кажется, что наш народ недостаточно информирован о процессах, которые проходят в нашей стране. Я убежден в том, что если бы наш народ, многострадальный народ, кстати, хочу сказать, что еще матеря наших погибших героев еще живы, дорогие друзья. Я не сомневаюсь, что если они будут знать правду о происходящем в стране, я думаю, что были бы процессы, которые ушатнули бы ситуацию вообще в нашей стране и привели бы к нежелательным процессам. Я еще 2 слова хочу добавить. Я вижу, что многие люди не понимают каких-то нюансов. Понимаешь? Когда мы вышли оттуда, ко мне подошли там
ребята мои знакомые, которые как бы сторонники нынешней власти, и они говорят, почему мы, говорят, должны, вот из Грузии машина поступает в Россию там по экспорту, потом приезжает там через Осетию Северную в Абхазию, мы здесь покупаем, что тогда, мол, Грузия не зарабатывает? Я говорю, ребят, неужели вы простых вещей не понимаете? Когда происходит реэкспорт, там Грузия, наверное, зарабатывает $50 или $100 за реэкспорт. То есть машина заехала в Грузию, это же не грузинская машина, да, там из Турции, скажем, да, уехала реэкспортом в Россию. Ну, все же люди не должны вот эти тонкости таможенные знать, понимаете? И вот этими пользуются и говорят, мы хотели дешевле сделать для нас, а вот оппозиция, видите, как себя ведет, вот народ там дешевле купил. Слушайте, мы фирма, что ли? Если мы страна или фирма, эта фирма не думает о государственных интересах, о том, что это значит, понимаете, что это значит грузинские товары завозить, к чему это приведет. Фирма думает, как найти прибыль. Если мы не государственники, а фирмачи какие-то, да, ну так и думают. Но даже при этом случае, что происходит, когда ты напрямую? Когда груз, который пришел в Грузию, заявляется, что он уходит не в Россию, а, скажем, в другую страну, которую они признают, а уходит на территорию Абхазии, они говорят, полная растаможка. Потому что они территорию Абхазии считают своей. Этот товар, эта машина уже становится грузинским товаром. Кто бы его не выпустил, Мерседес, там, Тойота компания, это уже все. Любой растаможенный на территории Грузии товар, он становится грузинским товаром. Естественно, Грузия получает там, скажем, $1000, к слову я говорю, приходит эта машина сюда, Абхазия тоже не признает же, естественно, то, что там в Грузии какие произошли манипуляции по оформлению этой машины и так далее, тоже берет пошлину здесь, но спрашивается, а если Грузия берет на $2000 за растаможку, а Абхазия взяла $500 за растаможку, у них там на бюджет на 1,5 беспилотника больше денег поступит, да? Еще один момент я хотел бы добавить. Есть информация, которую надо проверять еще. Представители МУПа сидят на границе по реке Ингур и изымают свою собственную пошлину с различной продукции. По рублю или по 2 рубля с килограмм. Вот в связи с чем хотел бы спросить, это муниципальное унитарное предприятие, никакого отношения к госстандарту или же к другим... Какое муниципальное предприятие? Гальская имеется в виду, то есть Азида, представитель администрации Гальского района находится на границе, изымает мзду по рублю, по 2 рубля. По какому праву, хочу спросить, господа? Ну, эту информацию еще перепроверим. Я же сказал, мы еще проверим эту информацию. Правда? Это же не карантинная служба. Мы просим президента страны, еще раз говорю, приостановить это решение. Мы просим о встрече, мы просим собрать рабочую группу, обсудить и прийти к общему. И все остальное это обострение внутриполитической ситуации в стране и очень серьезное. Также еще хотел бы добавить, что, как и говорил выше, я считаю, что наш народ не до конца информирован, поэтому считаю важным, необходимым, чтобы это было освещено на абхазском телевидении, на государственном телевидении, чтобы мы имели возможность говорить там напрямую со своим народом. Не все пользуются социальными сетями, не все могут получить достоверную информацию. А абхазское телевидение смотрит очень много поколений. Уже это вжилось, что вечером надо смотреть абхазское телевидение. Там ровно говорят то, что показывает Ирина Шахаев на год. Не более того. Мы требуем, чтобы на абхазском телевидении выступали, принимали участие в дебатах, в каких-то, я не знаю, круглых столах, хотя бы, я не знаю, 15 минут в месяц. Дайте нам, пожалуйста. Обращаюсь к вам, уважаемые представители власти. 15 минут в месяц можно нам на абхазском телевидении говорить
свое мнение по различным вопросам, касаемо нашего народа и государства. Ни в коем случае о коммерции. Спасибо. Спасибо, коллеги. Есть вопросы? Да, пожалуйста, есть вопрос. Ну, не буду много времени ваше отнимать. Все, что вы сказали в течение нескольких лет, все это пришло к тому, что это закономерное явление. Мы до сих пор не поняли, что наше здоровье, экономика и все другие, все случилось после войны 92-93 год. Люди стали ездить туда за бесплатным лечением. Наши ветераны, наши граждане и так далее. Как мы смотрели на это сквозь пальцы. Поток увеличился. Республика Абхазия, где я работал, об этом писала. Меня останавливали. Сказал, я не понимаю, вы куда едете? Вас загнали в грязь, в окопы, вы получили ранение, вы едете в Грузию лечиться, вы что говорите? В итоге поток увеличился туда. Как мы смотрели? Сквозь пальцы. Дальше больше. И все сегодня привело вот именно к этому. Уже и товары на 600 тысяч. Есть такое выражение, лиха беда начала. Потом будет на миллионы, на 2 и так далее. Правильно. И когда люди почувствуют вкус денег, а мы, оказывается, очень, а когда мы, оказывается, очень Да. к деньгам такое отношение повышенное имеем, мы не заметим, как уже не просто туда-сюда, а они будут предлагать нам здесь что-то продать, здесь что-то совместное и так далее и тому подобное. Мне до лампочки, мне нужна машина. А она какую, раз таможка не подумала, меня устраивает цена с Грузии. Так человек смотрит на это, а мы за что его должны ругать? Он хочет машину. С Грузии, через Осетию. Он заплатил деньги. И все. Это грузинский товар или американский, как Тимур вы сказали, Мерседес. Я хочу машину. Прибирайтесь в Грузии. И все, на это смотрим. Он хочет ездить на концерт. Конечно. Он хочет посмотреть Конечно. футбольный матч. Он Конечно. хочет брендовые вещи, которые сейчас в России Да. мало чего хочет кто-то, слушайте, В итоге- который только думает о своем желудке. Вы собираетесь... Вы понимаете, Юра, вы понимаете, я не хотел, вот я же говорю, как-то мы пресс-конференцию хотели, Да. не все вещи. Мы имеем дело с системной борьбой против нас. Системная борьба против нас после этих спонтанных всяких войн, которые происходили на нашей территории, уже на научной основе, на грамотной основе, началась после 2008 года, когда Абхазию признали Российская Федерация как независимое государство. Тогда Грузия и Евросоюз, их друзья, поняли, что вот как в 2001 году, как в 1998 году, да, военными действиями, и как в 1992 году военными действиями не возьмем. Тогда они провозгласили программу Евросоюза. Она в 3 словах: вовлечение без 2 слов, без признания. Вот эта политика вовлечения без признания привела к программе, которую правительство Грузии приняло в 2019 году. Оно еще до принятия этой программы работало в этом направлении. Что там написано? Они проекты по Абхазии, Грузия проводит проекты по Абхазии. Это медицинская медицина. Второй проект – это образование. Третий проект – это торговля по разделительной линии. Вот это решение, которое принято президентом, ложится в эту программу, которая грузинская правительство, она называется «Шаг к лучшему будущему». То есть они хотят, они демпинговать будут цены.
Вот даже машина будет или там что-то обходиться в Грузии, там, скажем, 100 рублей, если это уходит в Абхазию, они готовы ее за 50 продать. Они хотят перевести экономические связи от Российской Федерации в сторону Грузии, завязать горизонтальные связи по максимуму, чтобы сказали люди, вот мы в Грузии такую витрину создали, там все хорошо, там все в 2 раза дешевле стоит, мы хотим с грузинами торговать, а завтра и жить в одном государстве. Такие тоже будут, кто скажет. В этом плане на научной основе, разработанной Евросоюзом, американцами с их помощью, проводит политика. Когда-то Каха Биндукидзе сказал, зачем надо было воевать с Абхазией, их можно было просто 100 тысяч купить. Понимаете? Вот все в этой рамке. Мы прекрасно знаем, что программа по лечению огромную популярность получила в Абхазии. 6-10 тысяч человек, которые выезжают туда на лечение, потому что мы не можем их обеспечить. И это такой момент, когда здоровье касается, это очень трудно человеку сказать. Они вот эти, знаете, как это у Гоголя было, там мертвые души, да, они живые души покупают. Они там присваивали сразу гражданство автоматом грузинское, потому что только гражданину они могут из бюджета выделить средства на лечение. Они, что, они весь мир лечат, что ли? Они своих даже гальцев, которые не имеют гражданства Абхазии, когда к ним приходят, они оказывают им на $1000 медицинскую помощь. А если абхаз приходит на $7000. Это раз. Она очень права. Вторая программа образования получила 100% реализацию в Гальском районе. Я там был, я противостоял как мог. Я договаривался с университетом, платил помощь, ставил автобус, чтобы люди сюда пошли учиться. Эти все проекты, которые на уровне района. Даже вот это, что мы на уровне района делаем, когда увидела грузинская сторона, что гальские дети, которые оканчивают больше, стали поступать в вузы Абхазии, а у них был такой закон об образовании, который говорит о том, что дети с оккупированных территорий учатся бесплатно в Грузии, в любом вузе. Но они должны были сдавать экзамен. Когда мы сделали так, что здесь начали почти по собеседованию принимать, они сразу изменили свой закон и сказали, дети с оккупированных территорий еще по собеседованию будут поступать в Грузию. То есть шла какая-то борьба. Мы перевели эти школы с грузинской программы на абхазскую программу. Наша абхазская программа, ну там проблем везде очень много, я сейчас не буду об этом говорить. Но вот эта программа «Шаг к лучшему будущему», она полностью ложится в решение, если мы начинаем торговлю по для них разделительной, а для нас государственной. Люди, которые говорят, некоторые, что если мы не взимаем там пошлину, значит это административная граница, а не государственная, эти люди, ну я скажу мягко, очень сильно ошибаются. Что взимаешь пошлину или не взимаешь, от этого зависит, что там государственная граница. На государственной границе присутствуют наши пограничники, контрольно-пропускной пункт, все наши органы. Сегодня таможня может получить, все это время у нее было больше 50 килограмм на человека не пропускать. Она защищала наши таможенные границы. У нее такая задача все это время стояла. Понимаете? Что значит нету границы, если нету таможенных платежей? Кто это сказал? Я понимаю, что таможенники хотят платежи получить. Ну слушайте, хотелка у всех разная. Но есть президент страны, который думает, должен как государственный все моменты и политические, и экономические учитывать, и сдерживать тех, кто ходит к нему с просьбами, дайте, мы привезем там дешевле продукцию из Грузии. А это дешевле продукция, которая привела с собой, когда контрабанду делали, клопы сюда, в Абхазию, Да. другие заболевания с собой эти продукции привезли. Об этом кто-нибудь думал? А какая-то диверсия завтра будет, государство возьмет себя, президент скажет, извините, я виноват, вот эти спорами пришел птичий грипп, который мутировался, заразил сотни людей, умерли, это мы запрещаем ввоз кур, да? Ну, я не хотел сегодня пятница, я же говорю, что мы уже...
Да не вопрос, я добавить, правда, хотела, вот затронули сельское хозяйство, это острый вопрос на самом деле. Вы знаете, да, чем я занимаюсь, помните, наверное, тех хлопков и все остальное. Вот, меня в тот момент еще возмутил один факт. Скажу так, Гальский район, у нас ходили по Гальскому району грузинские препараты, химические инсектициды, без перевода, разумеется, на грузинском языке. Народ брал и радостно бежал. Что делать этих клопов, тех самых, травить в свои сады? Потом пошли отравления. А потом, очень интересно, посмотрела я там один препарат, просто вот спросила. Мне говорят, ну, это имидоклоприд. Прекрасный препарат, хороший системник, но есть одно но. В радиусе 500 метров, если находятся дети, и они минимальные дозы получили имидоклоприда, затормаживается развитие коры головного мозга у ребенка, которое развивается до 21 года. Пардонте. То есть папа лечит, дети ходят, вот какое поколение, потом мы жалуемся, почему они программу не догоняют, головные боли, потом, опять же, в ту же Грузию наверняка возят этих детей лечиться, непонятно, чем их там будут потом лечить, да? То есть вот оно незаметно. То есть начинает ребенок, да, отставать там первые полгода, потом год, ну, скатился на двойки, так. А, в общем-то, и вырос 21 год, скажем так, не очень умный человек, который можно легко манипулировать. Совершенно верно. Вот как? Знаете, что я хочу напомнить всем, в особенности руководства страны, на территории Грузии находится биологическая лаборатория имени Ричарда Лугарова, которая работает на Ближний Восток и на Абхазию прежде всего. Чем они там занимаются, официальная Москва уже неоднократно заявляла. Даже вот этот момент недостаточен для того, чтобы наши власти одумались и прекратили любые торгово-экономические отношения с Грузией. Если, вот как Хутович сказал, люди там живут, хотя они являются гражданами Грузии, ну, такова судьба, так сложилась история, мы не против. В соответствии с законами Абхазии они там находятся, живут, работают, и никаких проблем не испытывают. Никаких ущемлений, прав там нету. Они могут завозить там в личной кладе 50 килограмм, 30 или 50 килограмм, никаких проблем. Но когда завозят такую большую товарные партии там на 600 тысяч рублей, вы представляете, например, какую может один человек завозить на 600 тысяч рублей? Непонятно с каким. Да, непонятно с чем и с кем. Непонятно для чего, куда столько всего деть в Абхазии. Мы уже работаем час, коллеги. Спасибо. Всем спасибо большое за вопросы. Нет, у меня есть предложение. Много говорить можно, но вы сейчас пойдете к президенту, опять будете вот говорить вот такие истинные проблемы, истинное положение дел, и будете спорить, кто прав, кто виноват. Было бы неплохо, если бы на какой-то площадке здесь или в другом месте вы пригласили бы и провели... Мы приглашаем на абхазское телевидение в прямом эфире. Пригласить... Но нас туда не пускают. Пригласить Пока. специалистов, экономистов, таможенников, врачей, значит, экологов, и, Мы это сделаем. учителей и так Мы далее. это сделаем. Интеллигенцию, не А где эта одного интеллигенция? двоих, а Кто не несколько знает? экономистов. И всю логическую цепь построим. Первое. Должны для себя сделать вывод, и что люди должны узнать, Грузия нам враг или не враг. То, что она сосед и будет соседом, это мы без всяких этих знаем. И второе, логистика. Если начнем завозить, продавит власть этот вопрос, что государству, а значит и ее жителям это принесет. И надо нам или не надо. Пусть специалисты откровенно скажут. И тогда станет ясно. А то, что вы пойдете и скажете, надо это ни в коем случае. Это мой сосед, 10 классов образования, он это тоже знает. И тоже туда ездит.
себя считают, Большим патриотом. да. Есть пассионарная часть. И второе, мы должны решить, 50, 30, этого можно пускать, это не можно и так далее. В свое время я писал и сейчас говорю. Спасибо. Президент любой должен взять под контроль приграничные сложные. Вот, он должен взять. И все проблемы будут или второй момент. Закрыть границу до тех пор, Но с этим я больше согласен. пока не будут Закрыть надо. отрегулированы. Иначе, вот это все, что вы сказали, я объясняю это очень просто. Это обыкновенный капкан Да, для Республики Абхазия. да. И какие бы мы не были всем пялево, мы туда попадем. Спасибо большое. На этом мы Спасибо завершаем большое нашу всем. пресс-конференцию. Спасибо большое.